Коллеги, добрый день. Видно ли, слышно ли нас? Пожалуйста, в чате обозначьте плюсиками. Видно, слышно, 2 плюсика. Так, 1 плюсик вижу уже появился. Так, хорошо. Итак, коллеги, сегодня мы с вами продолжаем наш разговор об инструментах и сервисах для организации совместной деятельности в цифровом образовательном пространстве. Вначале мы немножечко пройдемся по такой теоретической концептуальной части, и дальше у нас будет непосредственно сам онлайн-практикум. У вас было домашнее задание, вам необходимо было создать аккаунт на Google для того, чтобы наша работа была эффективной и продуктивной. Ну, если вы не смогли это сделать, либо не успели, либо не захотели принципиально это делать, то вы тоже сможете стать участником нашего практикума, ну, таким уже, скажем, в роли, может быть, ученика, там больше будет ваша роль. Итак, сегодня мы говорим о том, что в Российской Федерации сформирован и реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда», который предполагает 3 основных позиции. Представленные были они в докладе министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова, с которым он выступал на международной конференции «Первые итоги пандемии. Вызовы и новые возможности для мировой системы образования». Первая ключевая позиция – это создание бесплатной электронной библиотеки обучающих материалов в разных форматах по всем предметам. Вторая ключевая позиция – это создание коммуникационной платформы для общения всех участников образовательного процесса. И третья ключевая позиция – это автоматизация управленческих процессов. Вот все эти 3 ключевых позиции, они уже реализуются в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», и в настоящее время 15 регионов апробируют целевую модель цифровой образовательной среды. Основными преимуществами использования цифровой образовательной среды является создание бесплатного контента для обучающихся, обеспечение равного доступа для всех обучающихся к качественным знаниям, поскольку в этот контент будут входить только лучшие материалы, которые будут одобрены экспертами. Конечно, это разнообразие типов материалов, это будут и уроки, это будут и тесты, и викторины, квесты, тренажеры и так далее. И, конечно, эта платформа будет давать возможность сочетать различные форматы онлайн-обучения, офлайн-обучения, смешанное обучение реализовывать. И этот контент, размещенный в цифровой образовательной среде, будет давать возможность размещения дополнительной информации, выходящей за рамки школьной программы. Ну и, конечно, очень важный момент – это обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса, всех пользователей цифровой образовательной среды. Целевая модель цифровой образовательной среды для учителя дает возможность упростить процессы планирования и подготовки к урокам. Конечно, это будет очень удобно, это будет такой своеобразный конструктор. Каждый учитель заходит, выбирает в соответствии с обозначенными им целями урока и в зависимости от образовательных запросов, да, обучающихся, выбирает именно тот материал, который ему будет необходим для реализации данной конкретной темы. Также здесь будут представлены разнообразные интерактивные задания, которые будут разноуровневыми, да, и в зависимости от конкретных условий, в зависимости от особенностей конкретных обучающихся, учитель может подобрать задания различного уровня. Конечно, это будет современный верифицированный образовательный контент, который вы сможете использовать и для создания своих собственных материалов, если вас не устраивают заготовленные уже другими интерактивные задания. И, конечно, это будет возможность задавать цифровое домашнее задание либо с автоматической, либо с полуавтоматической проверкой. Мы сами знаем, да, что не все формы работы, они дают возможность организовать автоматическую проверку. Да, очень часто бывает необходимость учителю самому включаться в проверку заданий. Да, например, если оно представлено в формате эссе, и вы должны оценить не только правильность, да, но и качество выполнения заданий. Для ученика целевая модель цифровой образовательной среды дает доступ к качественному верифицированному образовательному контенту и различным сервисам. Вот сейчас уже прорабатывается возможность организации такой ВКС-связи, организации чатов и другое. Да, все это будет внутри этой платформы. Не будет необходимости использовать какие-то другие сторонние сервисы и инструменты.
Это, конечно, персонализация образовательного процесса, то есть каждый ребенок сможет работать в своем собственном темпе, при этом выбирать уровень заданий с учетом своих собственных интересов и выполнять интерактивные домашние задания. Целевая модель цифровой образовательной среды дает также много возможностей и для родителей. Да, родители смогут отслеживать как сам образовательный процесс ребенка, так и его результаты. Также на платформе будет возможность организовывать дистанционные родительские собрания, да, с использованием инструментов платформы и вовлекать родителей в образовательный процесс за счет того, что будут представлены рекомендации по выбору контента, по организации дополнительного образования, по использованию сервисов и так далее. Идеи, конечно, замечательные. Если все это получится, то это будет, конечно, большая помощь нам с вами в организации эффективного образовательного процесса. На международной конференции «Первые итоги пандемии. Вызовы, новые возможности для мировой системы образования» выступал руководитель директората по образованию и навыкам АЭСРА Андреас Шляхтер. И вот одно из направлений его выступления я на слайде вынесла, один из слайдов его презентации. Это возможности организации сотрудничества учителей между собой, да, вот как учителя сотрудничают с коллегами, основной вопрос, который на этом слайде представлен. И вывод, который сделал Андреас Шляхтер, он говорит о том, что среди учителей больше распространены обмены знаниями, нежели тесное сотрудничество. И вот он приводит такие данные, что 61% учителей регулярно обсуждают развитие учеников с коллегами, при этом 47% обмениваются учебными материалами, но 28% преподают совместно один раз в месяц, и только 9% дают обратную связь по посещенным урокам. Вот такое профессиональное сотрудничество, оно больше ассоциируется с удовлетворенностью работы, самодостаточностью и использованием инновационных практик. На прошлом нашем вебинаре мы уже с коллегами обсуждали, да, в каких образовательных организациях, в каких форматах осуществляется такое сотрудничество между коллегами. Сегодня я вижу, что у нас подключились еще новые участники, поэтому этот вопрос я тоже хотела бы еще раз задать. И в чате, коллеги, пожалуйста, напишите, как организуется сотрудничество между учителями в ваших образовательных организациях. Какие при этом цифровые технологии вы используете. Так, пожалуйста, работаем в чате. Как организуется сотрудничество и взаимодействие между коллегами, какие при этом цифровые инструменты используются. Я знаю, что многие из вас это организуют в своих образовательных организациях, но тем не менее поделитесь идеями со всеми, кто сегодня к нам пришел на вебинар. Так, Надежда, да, используются Google инструменты. Угу. Хорошо. Так, еще. Сейчас у нас в данный момент уже 32 участника вебинара зафиксировано. Так, иногда видео-педсовет используется, замечательно. Так, пожалуйста, в других образовательных организациях какие технологии используются? Наставничество учитель учителю, инструменты Zoom, Google, образовательные педсоветы, семинары, выступления на школьных методических объединениях, замечательно. Единые методические дни, Радик Хамитович расшифровал ЕМД, спасибо. Так, Google инструменты, хорошо. Еще коллеги, кто что использует? Так, я видела среди участников нашего вебинара представителей наших опорных школ. Так, возможности Учи.ру, Viber, то есть мессенджеры, да, известные социальные сети тоже, наверное, используем. Так, пожалуйста, коллеги, активнее подключаемся к работе. Так, ВКонтакте, да, конечно, куда без него и других социальных сетей. Угу. Так, интерактивные доски, презентации, видеоскрайбинг, замечательно. Какие уже интересные варианты появляются у нас. Угу. Через Skype, хорошо. Коллеги, подключаемся. Какие еще цифровые инструменты используются в вашей образовательной организации для организации такого взаимодействия и сотрудничества между коллегами? Zoom. Угу. Начало, да, начало нашей презентации, оно как в прошлый раз. Дальше, конечно, у нас будет уже другое содержание. Так, математики используют Discord. Хорошо.
То есть что, коллеги, мы с вами видим? Да? Инструменты, в принципе, существуют. Многие из нас с вами уже этими инструментами овладели. Ну, конечно, было бы замечательно, если все эти инструменты, они были бы одинаковыми для всех, да, и тогда не вставала бы проблема выбора этих инструментов, освоения этих инструментов. Один раз научились и дальше пользуемся. Вот такая замечательная идея как раз и лежит в основе федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Да. Все это будет на нашей новой цифровой платформе цифровой образовательной среды. И все это подразумевается целевой моделью цифровой образовательной среды. У нас уже дискуссия там развернулась. Так, конечно, не только математики используют Discord, учителя других предметов тоже используют, но вот Радик Хамитович имел в виду именно свою образовательную организацию. Там только пока математики работают с этим сервисом. Так, ну а мы с вами продолжаем дальше. Если кто-то еще хочет что-то в чате обозначить, можете это сделать. Ну, а мы говорим о том, что сегодня существует множество различных образовательных технологий, которые мы можем использовать. Можем организовывать модели совместной деятельности участников образовательных отношений по проектированию, по реализации образовательных целей, способов их достижения и оценки на основе анализа больших данных и так далее. Да, для этого можем использовать различные сервисы, различные инструменты и различные образовательные технологии. И сегодня мы с вами говорим о том, что на нашем сайте, на сайте Коми Республиканского института развития образования мы создали раздел методической поддержки дистанционного обучения, в котором мы разместили информацию о различных региональных образовательных платформах и ресурсах, и федеральных образовательных платформах. Здесь же можно выйти напрямую на электронные формы учебников, предлагаемых различными издательствами, на ресурсы для организации неурочной деятельности и досуга, ресурсы электронных библиотек, ресурсы для вашего профессионального развития. Ну и, конечно, это проект «Культурный норматив школьника», который мы можем использовать для организации неурочной деятельности. Все это на нашем сайте размещено в разделе «Методическая поддержка». Пожалуйста, пользуйтесь. Все это мы подготовили именно для вас. В настоящее время существует множество различных сервисов, которые получили название социальные сервисы, да, поскольку позволяют организовать взаимодействие пользователей между собой. И чем еще эти сервисы отличаются от сервисов предыдущего поколения? В том, что образовательный контент создают сами пользователи. Да? И это могут быть различные поисковые системы. Наверняка многие из вас пользуются такими системами, как Google, Яндекс, Yahoo и так далее. Это сервисы закладок, которые мы с вами можем использовать для того, чтобы сделать заметки на какие-то интересные материалы. И эти сервисы хороши тем, что мы с вами, заходя туда, можем задать поиск уже по закладкам, сделанным другими пользователями. Да? То есть нет необходимости перелопачивать большое количество материалов в интернете, а можно воспользоваться трудами уже других участников. Это различные фото- и видеосервисы для хранения фотоматериалов, видеоматериалов и для их использования. Это сервисы для создания викторин и опросов, карт знаний. Это сервисы, которые представляют собой программы общения в режиме онлайн, сервисы онлайн-досок, о которых мы говорили на нашем прошлом онлайн-практикуме и даже попытались поработать с некоторыми из них. Это сервисы для создания коллективных гипертекстов, сетевых дневников. А сегодня мы с вами говорим о одном из сервисов, который можно назвать таким реальным сетевым офисом. Это сервис Google. И сегодня мы с вами будем работать с Google Диском, да, на котором можно собрать документы в разных форматах, создавать эти документы, делиться ими и организовывать совместную деятельность в Google документах. Я просила вначале указать, у кого уже есть аккаунт на Google. Я увидела, что у вас достаточно много, поэтому я думаю, что наша работа сегодня будет интересной и продуктивной. Итак, сегодня мы с вами будем работать в качестве, наверное, такого класса, да, разноуровневого, разновозрастного, и будем мы с вами работать над темой времена года. Первым делом мы с вами разделимся на 4 группы. Подумайте уже, может быть, кто-то из вас совместно с кем-то конкретно хочет поработать. Каждая группа будет работать над конкретным одним из времен года. Я создам Google документ в реальном времени, вы посмотрите, как это делается, если еще пока не умеете это делать, если уже умеете, замечательно.
В каждой команде вам нужно будет выбрать того, кто будет создавать Google документ общекомандный и будет открывать к нему доступ совместный для всей команды. В каждой группе будет создано несколько документов. Первый – это Google документ, то есть документ в таком текстовом формате, похожий на Word-овский. В этом документе вы подбираете какую-то картинку в соответствии со своим временем года выбранным, подбираете загадку, какой-то интересный факт, примету и так далее. Да? То есть это будет ваш такой информационный лист. Далее мы с вами попробуем, я покажу, да, как это сделать, как создать интерактивное задание на основе Google рисунка совместного, и каждая группа создаст подобный совместный Google рисунок, интерактивное задание на его основе. Это может быть задание на классификацию, на соответствие, на исключение личного и так далее. Далее каждая команда создаст опрос или тест через Google формы. Я тоже буду показывать, как это можно сделать. Далее я создаю электронный журнал через сервис Google Таблицы, а вы командами размещаете свои ссылки на созданные вами ресурсы. То есть не в чате будем ссылочки команд собирать, а будем собирать их в электронном журнале, да, для того, чтобы потом другие команды могли пройти по этим ссылочкам, посмотреть, что другими командами сделано. И в конце мы создаем совместную Google презентацию. Я создаю эту презентацию, открываю всем командам доступ, и команды размещают свою информацию. Да, можно воспользоваться той информацией, которую вы уже нашли для создания Google рисунка и для создания совместного Google документа. Итак, вот такой план нашей с вами сегодня деятельности. Принимается? Пожалуйста, в чате обозначьте, готовы ли вы работать. Пока не вижу. Так, вот, плюсик появился. Елена Борисовна с нами, замечательно. Елена Борисовна, добрый день. Так, Ирина Михайловна готова работать. Угу. Нам хотя бы 4 человека, чтобы каждая команда имела своего лидера, представителя. Так, Константин с нами, замечательно. Угу. Кто еще? Радик Хамитович, вы с нами? Ольга Михайловна Селезнева где-то там у нас тоже была в участниках. Тоже, Ольга Михайловна, подключайтесь к активной работе. Итак, коллеги, я сейчас переключаюсь на режим рабочего стола, и мы с вами начнем работу. Итак, коллеги, видно ли мой рабочий стол? Обозначьте, пожалуйста, в чате плюсиком. Угу. Так, хорошо, замечательно. Я сегодня работаю с 2 экранами, поэтому мне тоже немножечко непривычно, иногда, может быть, где-то буду сбиваться. Итак, вы заходите в свой аккаунт для того, чтобы создать Google документ. Я зашла в свой аккаунт и на панельке в левом верхнем углу, плиточки такие, квадратик, да, из плиточек, выбираю сервис диск. Захожу на сервис диск, у меня там много всяких разных папок и документов создано. Так, сейчас подождем, будет загружаться. Угу. Так, и у меня есть специальная папочка «Дистанционное обучение», в которой я уже создавала материалы. И в этой папочке я буду работать. Если у вас еще никаких папок не создано, вы можете создать папку. Если нет такой необходимости, то можем работать с чистого листа. Итак, я сейчас буду создать Google документ, в котором мы с вами будем определяться, кто в какой команде будет работать. Я открою к нему доступ для вас всех. Итак, для того, чтобы создать документ, мы нажимаем кнопочку в левом верхнем углу «Создать» и выбираем Google документы. Создать новый документ. Можно, конечно, использовать шаблон.
Так, у нас создается новый документ. Google документы, они во многом имеют функции, сходные с функциями в текстовых документах Word. Итак, у нас есть название, оно автоматом выходит как новый документ. Я предлагаю нам его заменить на что-то другое, ну, да, допустим, распределение. Так, минуточку. Распределение по группам. Нажимаю Enter. Угу. Все. Название присвоилось документу, и документ будет сохранен уже именно под этим названием в папочках. Вот нам тут автоматически предлагается включить офлайн доступ. Если это необходимо, вы можете это сделать, но сейчас нам пока это не нужно. И я пока это отключу. Итак, мы с вами работаем над темой времена года. Да? Мы можем установить какой-то интересный шрифт, выбрать его размер, покрупнее для заголовка выберем, поставим по центру, и можно выбрать цвет шрифта, ну, допустим, пусть будет синенький. Итак, тема у нас времена года. Так, и далее я хочу вставить сюда таблицу, в которой все участники нашего сегодняшнего онлайн-практикума будут выбирать свою тему и определяться с группами. Так, выберем шрифт поменьше. 12. Цвет пусть будет стандартный черный. И шрифт более привычный какой-нибудь возьмем. Так, обозначим заголовок таблицы. Здесь у нас будет тема. Здесь у нас будет состав группы. То есть каждый из вас должен будет записаться в одну из 4 групп. И в каждой группе должен быть координатор. Да? Каким-то образом вам нужно будет договориться в вашей команде, кто будет координатором. Ну и тема, поскольку у нас времена года, да, то, соответственно, и тема. Зима, весна, лето, осень. Итак, теперь, чтобы вы могли в эти команды записаться, я должна к этому документу открыть доступ. Как это сделать? Смотрите, в правом верхнем углу есть синяя кнопка «Настройки доступа». По умолчанию документ создается доступный только тому, кто его создал, только вам, да, но в данном случае только мне. Я хочу, чтобы любой участник нашего сегодняшнего онлайн-практикума смог с этим документом поработать. Да? Поэтому мне нужно будет открыть доступ для редактирования всем, у кого будет ссылка. Ссылку я сейчас поставлю в чат, и каждый из вас по этой ссылке зайдет в этот документ и выберет группу, в которой он хочет работать. Так, ну, поскольку я хочу разрешить доступ всем, у кого есть ссылка, я должна выбрать еще функцию, да, которую я даю вам. То есть если вы оставляете так, как есть, то человек сможет по этой ссылке только зайти и посмотреть этот документ, изменять в нем ничего не сможет. Мы же с вами хотим, чтобы вы могли записаться, да, то есть чтобы вы могли этот документ редактировать, поэтому нужно выбрать роль редактора. Итак, у нас появилась в окошке зелененькая ссылка. Я нажимаю кнопку «Копировать ссылку» и сейчас попытаюсь вставить ее в чат. Так, ссылка у нас появилась в чате. Замечательно, все получилось. Я нажимаю кнопочку «Готово». Так, и вижу, что у нас уже кто-то. 4 человека уже в документе внутри присутствуют. Коллеги, если вы заходите со своим аккаунтом Google,
то вы видите, кто конкретно с вашим документом работает. Да? Поэтому, когда вы работаете с ребятами непосредственно, то, конечно, лучше, чтобы они заходили под своими конкретными гугловскими аккаунтами. Да? Вот сейчас мы видим у нас неопознанный тигр, неопознанный капибара, еще кто-то где-то, лягушка и другие товарищи. Так, хорошо. Лето у нас пока никто не выбрал. Коллеги, пожалуйста, активнее записываемся в команды для продолжения работы. 35 участников у нас сейчас. Пожалуйста, активно записываемся. Иначе сейчас начну вызывать по списку. Итак, команды у нас начали формироваться. Замечательно. Так, коллеги, еще активнее записываемся. Итак, вот такая совместная работа внутри Google документа. Что еще нам дает, какую еще возможность дает Google документы? Мы можем организовать внутри документа комментарии. То есть вы можете, когда работаете над документом, друг с другом договариваться через комментарии. Вот у нас на верхней панельке есть значок комментария, добавить, и вы можете свои комментарии вносить. Итак, коллеги, в каждой команде у вас должен быть еще координатор, человек с Google аккаунтом, который будет далее создавать документы вашей команды, вашей группы. Об этом важно помнить. И этого координатора обозначить в третьем столбике нашей таблички. Коллеги, пожалуйста, активнее. Возьмите на себя роль координатора. Так, вот в команде «Лето» у нас появился Марина, координатор, замечательно. Но я думаю, что в команде «Осень» координатором будет Кирилл. Наверное, он не против. И сейчас запишется. Вот, у нас появляется уже комментарий. Ага, Константин предлагает координатором в команде «Осень» другую девочку. Сам не хочет. Так, пожалуйста, коллеги, координаторов определяем в командах. Берем инициативу на себя. У координатора должен быть аккаунт на Google, чтобы создавать документы. Так, «Осень». Так, Константин. Все-таки замечательно. В команде «Весна». Девочки, договоритесь между собой, пожалуйста, кто из вас будет координатором. И в команде «Зима», пожалуйста, договоритесь. Так, вот Надежда будет координатором в команде «Весна», замечательно. Ну, в команде «Зима» Эльвира или Радик, кто из вас будет? То есть вот таким образом можно организовать работу обучающихся. Они могут между собой взаимодействовать через чат, договариваться и определяют стратегию своей работы. Так, хорошо, 3 команды у нас с координаторами определились. Команда «Зима», пожалуйста, координатор. Если никто не отзывается, то тогда учитель заходит и пишет этого самого координатора. Хорошо, не пришлось нам прибегать к административным мерам. Эльвира, замечательно. Итак, коллеги, мы с вами определились. Вот у нас проектные команды. Пожалуйста, кто у нас еще подключается, пожалуйста, включайтесь в работу команд. Далее мы с вами приступаем к созданию ваших уже творческих работ. Итак, каждая команда должна создать по
подобный Google документ создает координатор со своего Google аккаунта и подключают свою команду через настройки доступа по ссылке, да, для редактирования членов своей команды. В данный момент вы можете ссылки скидывать в чат, пишите, значит, там команда «Зима», да, и ссылочка. Весна – ссылочка, лето – ссылочка, осень – ссылочка. И коллеги, которые у нас не пожелали записаться внутри таблички, они через чат смогут поработать с вашим листом. Итак, напоминаю, что нужно будет сделать. Итак, создаем Google документ, вот такой вордовского формата. И в этом Google документе по своей теме подбираем какую-то иллюстрацию, картиночку вставляем, подбираем какую-нибудь загадку, интересный факт, примету, ну что-нибудь еще. Да? То есть такой создаем информационный лист о вашем времени года. Так, ну пока команды работают, я покажу, какие еще возможности есть у Google документов, которые вы также можете использовать. Вы можете этот документ, сейчас немножко появится, вы можете его отправить по электронной почте, указав конкретные адреса. Вы можете создать копию этого документа, вы можете этот документ скачать, посмотрите, в разных форматах. Да? Он может скачиваться как документ Google, как документ Word, Microsoft Word, в формате Open документ, OpenOffice, текст в формате RTF для редактирования в других версиях Word, документ в формате PDF, текст в формате TXT, веб-страница, то есть самые разные возможности сохранения документа. Кроме того, вы можете включить офлайн доступ, и даже если интернет отсутствует в данный момент, вы сможете с этим документом работать на своем компьютере. То есть каждый ребенок, включив офлайн доступ к документу, сможет работать с ним на своем компьютере. Также вы можете отследить историю версий, увидеть, кто, когда, что писал, какие изменения в документ вносил. Да, вот если мы нажмем «Смотреть историю версий», то мы увидим, вот, кто, что, когда делал. Документ создается автоматически непосредственно в Google документах на Google диске. То есть вот сейчас мы случайно перешли в Google документ, и вот он наш недавний документ, он автоматически сохранился. Сейчас я его снова открою, чтобы посмотреть, какие еще у нас есть возможности. Так, команды у нас активно работают. Весна, зима. Угу. Итак, вы можете вставлять сюда различные объекты. Вы можете варьировать представление документа. Да? Это может быть показ линейки, показ структуры, показать панель формул, разрыва разделов и так далее. Вставлять можно различные изображения, как с компьютера, так и из интернета, из Google диска, из Google фото. Можно вставлять ссылку на изображение, либо сделать снимок, если у вас есть камера. Можно вставлять самые разные таблицы, рисунки, создавать новые, либо из Google диска. Можно вставлять диаграммы. Видите, есть формат линейчатой диаграммы, столбчатой, графика, круговой диаграммы, либо вставить диаграмму из Google таблиц. Линии, сноски, специальные символы, формулы, колонн-титулы, номера страниц, ссылки, комментарии, оглавления и так далее. Да? То есть очень много разнообразных возможностей представляет нам этот сервис. И вы можете форматировать текст, форматировать стили абзацев, назначать заголовки и так далее, чтобы потом сформировать оглавление, выравнивать, межстрочные интервалы выстраивать и так далее. Можно очистить все форматирование. Кроме того, есть инструменты для работы с грамматикой и орфографией, со статистикой. И есть даже функция голосового ввода. Если у вас подключен микрофон, то вы можете попробовать эту функцию тоже. И различные дополнения, их надо устанавливать дополнительно. Итак, вот самые разные возможности есть в Google
документах. Итак, посмотрим, что у нас у команд получается. В чате они разместили ссылки на созданные документы. Мышка пока добежала. Так, я сейчас просмотрю. Угу. Так, хорошо. Команда осень у нас поработала. Команда весна. Угу. Процесс идет еще. Прошу прощения. Так, хорошо. Команда зима. Работа идет. Замечательно. Так, напоминаю, картинку надо добавить, да, какую-то загадку, примету, интересный факт. Так, команда осень, где у нас потерялась? Команда лето. Пока не вижу ссылочку на ваш документ. Команда лето. Марина Рочева, пожалуйста. Получается ли у вас? Если какие-то проблемы в чате можете обозначить. Так, команда осень, пожалуйста, активнее. Подключайтесь. Так, хорошо. Вижу, команда лето разместила свою ссылочку. Ну, сейчас мы с вами просто тренируемся, да, то есть наша задача освоить основные возможности этих сервисов. То есть нет необходимости прямо сейчас вот так вот все в идеале выстраивать, да? Главное попробовать. Попробовали вставить картинку, попробовали набрать текст. Угу. Так, хорошо. Коллеги, а сейчас я создам документ Google таблицу, в которой вы будете вставлять ссылки на созданные вами ресурсы, да, чтобы не в чате нам эти ссылочки искать, а все они будут в одном документе. Таким же способом можно создавать электронный журнал для своего класса, да, чтобы там отмечать успешность выполнения тех или иных заданий. Так, как мы это делаем? Мы нажимаем, опять же, в Google диске на кнопочку «Создать», выбираем Google таблицы. И здесь тоже есть возможность пустую таблицу, либо с шаблоном. Ну, пустую таблицу выберем. Тоже автоматом у нас присваивается заголовок «Новая таблица». Мы его переименуем. Это будет наш журнал. Документ загрузился. По своим функциям Google таблицы, они во многом похожи на таблицы формата Excel в Microsoft. Так, назовем таблицу «Журнал». Нажмем Enter. Так, у нас создалась табличка. Здесь я сейчас выделю, чтобы у нас все границы всех ячеек показывались. Для этого выделяю всю табличку, нажимаю на значок границы, выбираю все границы. Так, у нас все границы теперь будут видны. Так, немножечко подтормаживает. Можно границы столбцов раздвигать, так как вам удобно. Итак, у нас команда «Зима», команда «Весна», команда «Лето» и команда «Осень». Вы можете здесь вписывать фамилии, имена ребят. И здесь виды заданий прописываем. Это у нас информационный лист. И смотрите, мы с вами можем задать, чтобы у нас все слова помещались внутри ячейки. Мы выбираем вкладочку «Формат», выбираем функцию «Перенос текста», «Переносить по словам». Можно ячейку раздвинуть, чтобы ссылка влезала. Далее у нас будет ссылка на Google рисунок.
и ссылка на опрос. А сейчас я открою доступ к этому документу, и команды смогут ссылочки на созданные ресурсы вставлять. Итак, настройки доступа открываются аналогично настройкам в Google документе. То есть нам нужно разрешить доступ всем, у кого есть ссылка, причем дать возможность для редактирования. Итак, ссылочку копируем. Я переношу ссылочку в чат, чтобы команды могли включить. Так, сейчас мышка появится. Итак, ссылка на Google таблицу, в которую команды могут уже вставлять ссылки на созданный информационный лист. Так, пожалуйста, коллеги, вставляете ссылочки. Так, вот кто-то у нас уже появился внутри нашей Google таблицы. Угу. То есть есть разные возможности. Да? Не всегда есть необходимость давать ребятам возможность для редактирования. То есть если у вас это просто журнал, в котором вы отмечаете факты выполнения задания, да, и выставляете оценку, то, конечно, вы даете доступ только для чтения. Если же вы хотите, чтобы ребята какую-то информацию вносили в документ, то вы даете доступ для редактирования. Так, хорошо. Угу. Итак, вот таким образом можно поработать с Google таблицами. И поскольку мы с вами уже посмотрели, да, что ребята с этим заданием справились, команда «Весна» справилась, и я могу залить ячейку зелененьким цветом, да, для тех, кто задание сдал и задание зачтено. Команда «Зима», задание зачтено, я заливаю ячейку зеленым цветом. Команда «Лето», задание зачтено, заливаем ячейку зеленым цветом. И команда «Осень», задание зачтено, и мы заливаем ячейку зеленым цветом. Замечательно, команды поработали. Далее мы с вами посмотрим, как можно работать с Google рисунками и какого вида интерактивные задания можно сделать в Google рисунках. Для этого мы опять же переходим с вами на Google Диск. Нажимаем кнопку «Создать» в левом верхнем углу. Еще. И выбираем Google рисунки. Создается по умолчанию файл с названием «Новый рисунок». Опять же, мы его с вами переименовываем так, как нам необходимо. Например, задание. И здесь мы будем создавать интерактивное задание. Я предлагаю создать такое вот простое интерактивное задание, которое предполагает составление фразы из набора слов. То есть мы с вами на нашем вот этом рабочем поле в клеточку, которая создадим несколько прямоугольников, да, в котором будет, в каждом из которых будет какое-то слово, да, и перемешаем их, разместим по-разному на плоскости нашего интерактивного листа, а ребятам будет задание составить из этих разрозненных слов конкретную фразу. Мы можем здесь работать с различными типами линий, можем работать с разными типами фигур, стрелками, выносками и знаками для создания формы. Также можно вставлять текстовое поле и можно вставлять изображение с компьютера, либо из интернета, с Google диска, Google фото, либо вставить URL рисунка, либо сделать снимок, да, если у вас есть камера. И также здесь можно организовать комментарии, да, то есть вот такую совместную работу, взаимодействие, обсуждение через комментарии. Итак, нам с вами нужно будет выбрать фигуры. Это будут прямоугольники.
Берем несколько прямоугольников. Можем скопировать и поставить столько, сколько нам это нужно. Немножечко уменьшим размер. И вставляем столько, сколько нам нужно. Так, удалим. И я хочу две пословицы в эти прямоугольники вставить, то есть каждое слово отдельно, для того, чтобы можно было потом из этих прямоугольничков составить две фразы, две пословицы. Мы выделяем прямоугольник, нажимаем «Изменить текст» и вставляем слова. То есть тоже можно задать размер шрифта. Это больше сделаем. Коллеги в командах могут уже параллельно работать, создавать свои задания. Вот одна пословица у нас уже сформировалась. Так, и вторую пословицу сейчас ставлю. Так, и еще один прямоугольничек нам надо будет добавить. Итак, у нас сформировались все прямоугольники со словами. Можно, конечно, тут поиграть еще с цветом шрифта, с цветом прямоугольников. Я думаю, что у нас будет вот такое задание. Когда команда, когда ребята собирают готовую уже пословицу, они перекрашивают ее, допустим, в красный цвет. Можно также фон залить для нашего объекта и поработать, например, с размещением текста внутри прямоугольничка. Ну, идея понятна, да? То есть здесь надо будет потом перетаскиванием сформировать две пословицы. Также мы сейчас откроем доступ к этому документу для
вашего участия в выполнении интерактивного задания. Аналогично у нас открывается доступ, разрешить доступ для редактирования. Так, я копирую ссылочку и вставляю ее в чат для того, чтобы вы могли поработать. Так, а команды у нас составляют свое интерактивное задание, свой интерактивный лист по теме работы своей группы. Активный лист. Ссылочку я вставила в чат. Можно заходить и работать. Так, коллеги, кто не в командах, можете зайти и поработать. Тоже можете договориться, кто первую пословицу составляет, кто вторую. Нужно перетаскивать прямоугольнички. Так, давайте в первой половине листа пословицу со словом «готовь», во второй половине листа вторую пословицу. Угу. Так, вот активно у нас пошла работа. Замечательно. Так, команды готовят свои интерактивные листы, ссылочки размещают в журнале. Можно в чате тоже продублировать, но в журнале желательно. Угу. Так, первая пословица у нас сформировалась. «Готовь сани летом, а телегу зимой». Ребята, вы помните, у вас было задание. Как только вы составили пословицу, вы должны перекрасить ее в красный цвет. Заходим в прямоугольничек, правой кнопочкой щелкаем, выделяем. И нужно где-то найти заливку. То есть мы выделяем объект. Угу, так, вот, хорошо, замечательно пошло. И вот у нас заливка, цвет заливки на панельке. Выбираем красный. Замечательно. Так, вторая пословица у нас пока еще не сформировалась. Пожалуйста, подвиньте прямоугольнички так, чтобы удобно было читать. Так, ребята, формируем вторую пословицу. Весенний день. Угу. Угу. Наоборот, да? Год кормит. Весенний день, год кормит. Так, замечательно. Подвинули. Год куда пропал? Так, перекрашиваем. Угу. Вот у вас есть возможность комментариев, да, вы можете договориться, кто красит, кто двигает. То есть то, что уже на месте стоит, можно уже кому-то красить, да, если еще не на месте, кто-то двигает. Угу. Замечательно. Вот у нас две пословицы сформировались. Вот такое интерактивное задание для совместной деятельности. Ну, это самый такой простейший, наверное, вариант. Так, посмотрим, что у нас творят команды. Так, у команд что-то уже тоже получается. Посмотрим. Так, вот зима. Угу. Так, замечательно. Сейчас есть уже очень хорошая функция для предварительного просмотра. То есть вы можете документ не открывать, а в окошечке вы можете увидеть, что там на этом документе происходит. Угу. Ну, коллеги, все пошли по нашему пути, в общем, да, и тоже с пословицами работают, либо с составлением других каких-то текстов. Угу. Ну, аналогично мы с вами можем создать, например, задание на классификацию, да, с использованием картинок. Вы делите лист пополам. Так, сейчас мы сделаем, вот из этого задания мы сейчас сделаем задание на классификацию. Буквально его преобразуем. Так, пока, коллеги, ничего здесь не делайте, я сама сейчас здесь двигаю. Итак, нам нужно будет 3 колоночки рассортировать слова. В первой колоночке у нас будут существительные. Существительные. Во второй колоночке у нас будут глаголы.
глаголы. И в третьей колоночке у нас будут, соответственно, что? Прилагательные. Да? Ну, у нас некоторые существительные. Так, одно существительное у нас будет с союзом вместе. Ничего страшного. Так, и здесь у нас прилагательные. Прилагательные. Так, и, коллеги, слушайте, еще какое задание будет. Мы с вами должны все эти слова рассортировать в 3 колоночки, то есть осуществить классификацию частей речи и существительные раскрасить желтым цветом. Сейчас я, наверное, выделю рамочку, да, и желтую заливочку сделаю. Существительные красим в желтый цвет, глаголы красим в зеленый цвет, прилагательные красим в синий цвет. Итак, работаем. Угу. Замечательно, процесс пошел. Так, хорошо. Двигаем, красим. Так, вот такое интерактивное задание на классификацию. То есть мы с вами из одного и того же материала лексического 2 задания сделали. Так, серым наречие отметили. Хорошо. То есть отдельную группу, да, вы можете, Ольга, можете сформировать эту группу. Вот у нас там где-то есть свободный угол. Справа внизу. Сформируйте группу наречия. Так, замечательно. Вот такой вид работы с Google рисунками. Идея понятна, да, вы можете потом придумать все, что захотите. Все идеи, которые вы захотите реализовать, вы сможете сделать это с Google рисунками. Итак, у нас в журнале команды обозначили ссылочки на созданные документы. Так, все замечательно. Обозначаю зеленым цветом. Командам спасибо. И мы с вами пойдем дальше. Так, у нас вот Лето пока еще не обозначила, да, свой интерактивный лист. Пока у них ячейка будет пустая. Так, а мы с вами идем дальше, и нам нужно создать небольшой опрос по вашей теме, либо тест. Так, ну давайте я некоторые документы закрою, распределение по группам закрою. Google рисунок я тоже закрою, чтобы у нас не тормозилось. Так, и для того, чтобы создать опрос, я обратно возвращаюсь на свой Google диск. На кнопочку «Создать» нажимаю, и здесь мы будем использовать сервис Google Формы. Кнопочка «Еще» и выбираем Google Формы. То есть я показываю принцип. Команды работают над своими формами. Так, коллеги, видно меня? Так, хорошо. Угу. Так, работу продолжаем. Я показываю для всех, да, команды работают над своими формами по своим темам. То есть это может быть либо опрос, либо какой-то тест вы можете сделать. То есть подумайте, да, будут ли оцениваться ваши ответы, либо нет. Итак, у нас автоматически появилась новая форма. Мы опять же можем изменить заголовок этого документа. Так, сейчас он немножко появится. Вот она появилась. Угу. Прямо в поле опроса мы уже можем задать
Ну, пусть это будет вопрос. Не будем уж сильно тут изощряться. Здесь вы можете какое-то описание, ответьте на все вопросы, и будет вам счастье. Здесь инструкция, да, для прохождения вашего опроса. И дальше вы формируете непосредственно сами вопросы. По умолчанию идет вопрос без заголовка и выдается вариант типа вопроса один из списка. Можете этот вариант оставить, можете другие попробовать. Так, ну давайте мы первый попробуем таким. Ваше любимое время года, например. Какие варианты выбираем? Добавить вариант. Если необходимо, вы можете добавить еще какой-то вариант другой, да, и тогда могут коллеги написать еще какой-то другой вариант. Вы можете сделать вопрос обязательным, либо необязательным. Да, если хотите сделать обязательным, то бегунок перемещаем, и у нас этот вопрос будет обязательным, и при просмотре вашего опроса у вас будет звездочка. Коллеги мне подсказывают, что у нас сбилась демонстрация. Сейчас еще раз начнем трансляцию. Так, коллеги, пожалуйста, обозначьте, видно ли форму, виден ли опрос. Коллеги, пожалуйста, в чате. Видно, да? Замечательно. Итак, вот первый вопрос я уже создала. Пусть он будет обязательным. Теперь для того, чтобы создать новый вопрос, вот слева у нас есть маленькая панелечка вертикальная. Мы нажимаем на плюсик. И создается новый вопрос. Давайте попробуем какой-нибудь другой вариант вопроса, например, несколько из списка. Да? То есть здесь можно выбрать, будет несколько вариантов. Да? Если здесь у нас были кружочки в первом варианте, то во втором варианте таких вопросов у нас уже появляются квадратики. Да? То есть это означает, что можно выбрать несколько вариантов. Так, ну какой-нибудь вопрос зададим. Ваш любимый писатель. Ну, конечно, первый вариант будет Пушкин. Гоголь. Пусть будет Достоевский. Пусть будет, например, Толстой. И здесь вот как раз целесообразно добавить вариант другое. И здесь могут уже люди написать, какой вариант они считают нужным. Так. Не обязательно будем делать этот вопрос. Дальше посмотрим, какие еще варианты вопросов могут быть. Часто возникает необходимость сделать вопрос на соответствие. И тогда мы используем тип вопроса сетка. Например, мы хотим узнать, кто написал какое произведение. Да, установить соответствие между произведением и автором. Установить соответствие между произведением и автором. И тогда в первом ряду у нас будут, допустим, авторы. Пушкин, Лермонтов, и во втором варианте у нас будут
во втором столбце, да, там, где будут столбцы, у нас будут названия произведений. Ну, допустим, Бородино, садочка. Так. И теперь мы тоже можем сделать этот вопрос обязательным либо необязательным. Если вы хотите просмотреть, это можно будет сделать в любой момент создания вашей формы. Мы нажимаем на верхней панели на значок глаза просмотр. И давайте посмотрим, что мы видим. Угу, так, мне тут еще рабочие сообщения как раз коллеги шлют. Спасибо, где удалось встретиться. Так, вот таким образом будет выглядеть наш с вами опрос. Ну, это еще пока не окончательный вариант, мы понимаем, да, что это пока только вот рабочий вариант. 3 вопроса мы с вами создали. Вот, допустим, выбираем первый вопрос: ваше любимое время года, ваш любимый писатель, допустим, пусть будет Гоголь, Паустовский. Либо мы можем написать другой какой-то вариант, да, и установить соответствие. Видите, появляется такая табличка, в которой мы флажок устанавливаем. Пушкин написал «Капитанскую дочку», а Лермонтов написал «Бородино». То есть нужно выбрать вариант ответа в каждой строке. Окей, нажимаем «Отправить». Так. Хочет он, чтобы у нас было все-таки 3 на 3. Тогда Некрасова добавим еще. Крестьянские дети, да? Например. Так. И давайте еще 4-й тип вопроса какой-нибудь сделаем. Например, там, где люди должны что-то написать. Либо это будет текст строка, либо это будет текст абзац. Давайте текст строка возьмем. Как правило, мы просим респондентов указать свои координаты, да, фамилия, имя, отчество. В формате краткого ответа это может быть необязательным вопросом. На просмотре с вами все увидим. Так, вот такая небольшая опросная форма. Команды, кто у нас работает над своими темами, могут создать подобные формы. И теперь мы можем ее оформить. Вот у нас есть возможность выбрать тему, можно настроить цвет темы, можно выбрать изображение для верхнего колонн-титула. Есть много интересных заготовок. Какие-то смешные галстуки. Пусть будут, например, такие галстуки. Так, ну, таким образом изменилась наша опросная форма. Можете поменять цвета, если вам это хочется. Можете стиль шрифта поменять и так далее. Так, и теперь, чтобы вы могли на вопросы этой формы ответить, мы должны эту форму отправить куда-то. Какие есть варианты? Есть возможность отправить по электронной почте. Тогда мы должны точно знать электронные адреса тех, кому мы отправляем. Либо мы можем сформировать ссылку. Причем, видите, ссылка длинная автоматически получается. Есть возможность создать короткий URL-адрес. И есть возможность вставить эту форму в свой сайт, свой блог, получив HTML-код. Ну, нам сейчас нужно будет ссылочку получить. Мы берем короткий URL. Угу, вот у нас, видите, укоротился. Копируем.
И сейчас я в чат ссылочку поставлю. Вы сможете ответить, и мы посмотрим возможности сбора ответов, какие существуют. Так, ссылка в чате. Коллеги, можете заходить и отвечать на вопросы. Кроме того, при отправке вы можете выбрать значок «Собирать адреса электронной почты». Тогда форма у вас автоматически будет просить адрес вашей электронной почты. Так, ну давайте мы это не будем тогда делать. Так, и в настройках вы можете настроить общие настройки, например, собирать, опять же, адреса электронной почты и отправлять респондентам копии их ответов. Это удобно, когда вы используете какую-то длинную анкету. Да? Человек отмечает адрес своей электронной почты, и ему автоматически приходит заполненная им анкета, да? То есть те ответы, которые он создал. Требуется вход в аккаунт, можно это обозначить. Респонденты могут изменять ответы после отправки формы, либо могут посмотреть другие ответы из сводной диаграммы. Я сейчас вам открою вот эту возможность, чтобы вы могли посмотреть другие ответы из сводной диаграммы. Так, во вкладочке «Презентация» есть возможность показывать ход выполнения. Можно перемешать вопросы, если вы делаете тест. Можно показывать ссылку для повторного заполнения формы. И вот здесь можно свой текст подтверждения записать. Да, автоматически выходит текст-ответ записан. Мы напишем «Спасибо». И этот текст у нас сохранится. И если это необходимо, вы можете из своей опросной формы сделать тест. Да, тогда, то есть каждый ответ будет оцениваться. Мы выбираем вкладочку «Тесты», переключаем бегунок на значение «Тест». И внутри надо будет уже настройки делать, соответственно, в каждом вопросе. Давайте мы тест делать не будем, вы поэкспериментируете потом самостоятельно на созданных вами формах. Итак, смотрите, у нас уже появилось 3 ответа на форму. И на вкладочке «Ответы» мы видим, у нас создаются диаграммы из тех значений, которые вводили пользователи. Да, в Google пока из троих никто не любит Достоевского тоже. Другие авторы появились. Замечательно. Угу. Так, и вот кто форму заполнил, мы видим. Кроме того, у нас создается таблица. Вы можете для нее заголовок задать, аналогичный вашему опросу. Она будет храниться в Google документах. И вот гугловская она, вы сможете полностью всю базу участников вашего опроса. Так, вот у нас уже 4 человека ответили. Замечательно. Работа идет. Так, ну и я думаю, что команды, которые работают по темам, они тоже свои какие-то небольшие опросы смогли создать и ссылочки в журнал закидывают. Так, у нас все хорошо, технических проблем вроде бы никаких нет. Замечательно. Так, 5 ответов. Таблица у нас создается, видите, просто сейчас вы активно отвечаете, поэтому, видимо, немножечко идет задержка по созданию таблицы с ответами. Так, ну давайте посмотрим, коллеги у нас что-то сделали или нет. Ну, вообще, Google таблицы у меня пока подвисают и не хотят отвечать на мой запрос.
просмотра я отключу. Так, угу. Вот уже появились. У команды «Осень» появилась форма. Константин за всю команду, видимо, работает. Успел сделать. Угу. Так, вот так, смотрите, замечательно. Тест команда сделала с картинками. Молодцы. Угу. Замечательно, конечно. Эта работа будет зачтена. Заливаем зелененьким ячейку. Так. Угу. Команда «Лето» тоже представила свою работу. Молодцы. Тоже ячейку заливаем зелененьким. Команда «Осень». Так, опять что-то у нас все пропало. Так, коллеги, сейчас видно? Так, хорошо, видно. Все появилось, замечательно. Итак, вот таким образом мы с вами можем организовать работу с сервисами Google. Ну и последнее задание, которое мы с вами сегодня планировали выполнить, это создание Google презентации. Ну, посмотрим мы с вами. Так, экран не видно, да, сейчас? Перекручу. Какие-то у нас сбои все происходят. Так, трансляцию включаем. Так, коллеги, сейчас экран видно? Так. Сейчас экран видно или нет? Да, хорошо. Итак, коллеги, и последний вид сервиса Google, с которым сегодня мы с вами поработаем, это Google презентации. Я сейчас все эти вкладочки закрою. Оставлю пока только журнал. Итак, мы опять выходим на наш Google Диск, нажимаем кнопочку «Создать» и выбираем Google презентации. У нас создается презентация. Работаем мы в ней аналогично, как и с презентациями в PowerPoint. По умолчанию презентация без названия. Мы можем ее каким-то образом назвать. Сегодня у нас тема «Времена года». И мы так и назовем нашу презентацию. Так, у нас есть различные варианты тем. Которые нам предлагаются. Ну, например, такую выберем. Времена года. Команд. Например, так. Как и в презентациях в PowerPoint можно заметки докладчика тоже формировать. Сейчас я открою настройки доступа к презентации. Ссылочку размещу в чате. И все, кто у нас сегодня участвовал, не только те, кто работал в командах, могут подключаться к работе над презентацией. Так, берем мы, опять же, функция редактора. Так, ссылочка на презентацию размещена в чате. И мы создаем слайды для каждого времени года.
Можно разместить там картинку, загадку, которую вы находили, которая есть у вас в вашем информационном листе, либо что-то еще дополнительное. Чтобы добавить слайд, есть вот у нас плюсик в левом верхнем углу, новый слайд. Чтобы изменить макет, есть соответствующая кнопочка для изменения макета. Стены я пока закрою. Работать можно аналогично, как в PowerPoint. Что еще хорошо в Google презентациях, то, что вы можете загрузить сюда готовую презентацию с PowerPoint, либо импортировать только отдельные слайды из PowerPoint, да, вставлять различные объекты. Можно аудио, видео вставлять, фигуры, таблицы, диаграммы и так далее. Форматировать по-разному. Со слайдами можно работать. Можно также использовать возможности анимации. Например, переход между слайдами можно установить. Вот, работа с объектами. Различные инструменты существуют. Также вот можно подключить голосовой ввод заметок докладчика. Различные дополнения установить и так далее. Возможностей достаточно много. И если вы хотите поменять макет слайда, вы выделяете слайд и выбираете вкладочку «Макет». Выбираете тот макет, который вам нужен. Итак, коллеги, это последнее задание, которое сегодня мы с вами выполняем. Поэтому, пожалуйста, кто у нас в командах не работал, можно подключиться сейчас и высказать не только мнение о временах года, но и в целом о нашем сегодняшнем онлайн-практикуме, о нашей встрече и о сервисах Google, которые мы сегодня с вами рассмотрели. Так, команда «Весна». Создайте свой слайд. Для каждого слайда вы можете установить отдельное оформление. Так, и коллеги нам в чате представили ссылочки на различные уже свои готовые работы и работы команд. Так, мышка пока не хочет. Угу. Замечательно. Итак, вот таким образом мы можем с вами организовать совместную работу над презентацией, да, и свести в рамках презентации результаты работы команд. Также здесь есть возможность работать с комментариями, да, то есть вы можете показать, как вы совместную деятельность организуете. И затем есть различные настройки просмотра вашей готовой презентации. Можно начать презентацию в полноэкранном режиме, пролистать по слайдам. Я сейчас назад листаю, да, потому что у меня последний слайд открылся. Теперь вперед полистаем. И кнопочка «Escape» дает нам возможность выйти из полноэкранного режима. Итак, коллеги, вот сегодня мы увидели, каким образом мы можем использовать в нашей совместной работе сервисы Google. Я думаю, что у вас возникнут идеи по их эффективному использованию, и вы сможете в своей образовательной практике данные сервисы применять.
Конечно, хотелось бы, чтобы что-то подобное появилось и на платформе целевой модели цифровой образовательной среды, да, чтобы мы могли организовывать вот такую совместную деятельность над различными типами документов и, соответственно, осуществлять различные виды интерактивной работы, использовать различные интерактивные задания. Коллеги, если у вас есть вопросы, вы можете их обозначить. Если какие-то идеи у вас возникли, вы тоже можете их в чате написать. И мы с вами работу на сегодня завершаем. Я благодарю всех наших активных участников, тех, кто взял на себя роль координаторов команд, им особая благодарность. И, конечно, всем, кто работал в командах, и тем, кто работал с нами непосредственно по созданию, по освоению сервисов Google. Спасибо всем. Мы будем рады встретиться с вами в следующий раз. И продолжим наше знакомство с различными сервисами, цифровыми ресурсами, которые вы можете использовать в своей образовательной практике. Коллеги, работу завершаем. До свидания.